Фестиваль в Торонто. Без наград, зато сплошные премьеры. Собственно, тут прокат будущих месяцев, как всемирный, так и национальный. Киноярмарка, в программе которой значатся ленты всех жанров, открыла свои двери во вторник. Роберт Дауни-младший в роли персонажа, который продолжает семейную традицию, став юристом. Только в отличие от отца, он выбрал адвокатскую стезю. Приехав на похороны матери, Хэнк Палмер, так зовут героя, узнает, что его отец судья, его играет Роберт Дюваль, подозревается в убийстве. Мне понравилась идея ленты. Там есть сцены, которые настраивают на разный лад. Мне кажется, что нам удалось реализовать проект, который интересен зрителю. На российский экран фильм «Судья» должен выйти в середине октября. Biggest mistake of your career and you just happened to run him over? Forensics found traces of blood on your dad's car. I sat on the bench in that courtroom for 42 years. Жюльет Бинош в дуэте с Кристен Стюарт. Фильм Оливье Ассаяса «Зильс. Мария». Психологический триллер о судьбе актрисы Марии Эндерс. Показали картину в Каннах, теперь показывают тут, в Торонто. У ленты складывается неплохая фестивальная судьба, как я полагаю. Мария Эндерс проснулась знаменитой после дебюта на сцене, когда ей было всего 18. Роль в исполненной пьесе предопределила ее жизнь. 20 лет спустя на пике славы Марию приглашают в Цюрих на церемонию вручения престижной награды от имени автора и режиссера, которому она обязана своим ранним признанием. Неожиданная смерть включает машину времени, и героиня Жюльет Бинош вынуждена вернуться в свое прошлое, которое, как выясняется, состоит из многочисленных лакун. В России лента выйдет в прокат 16 октября. Joanna Ellis, she's 19. I will play the one who drives her to suicide. I think she's probably my favorite actress. You mean more than me?